Hello, my friend. Hello. Tajikistan good? Very good, beautiful country. Tajikistan very good. Турист, приезжайте. Супер. Ребята, мы до первой озера доехали. Но он самый, скорее всего, по размеру мелкий, да? На местном языке мижгон называется. Я даже не знаю, как его перевести. Это вот природная охладительная система. Из гор холодная вода идет. Все это охлаждает. Вот так. Чайхана. Здесь везде это все течет из гор. Это пресная вода. Может, пришли в Чайхану, в городе Панджикен. Вот как выглядит плов по-панджикенски. Ну, всем привет, ребята, сейчас мы собрались в городе, Республика Таджикистан, город Чкаловск. А сейчас как называется город, переименовали? Бустон. Вот сейчас Бустон, после развала Советского Союза в Таджикистане переименовали все города, сейчас он Бустоном стал. Вот наши друзья, все таджики, которые живут в России, собрались, сейчас поедем, может слышали, 7 озер есть, это за Панджикентом, это в горах, очень красивое место. В общем, следите за нашим видео, все будет круто, не забудьте ставить лайк. Спасибо. Все покажем красивые места и скажем, как вам выгодно, недорого доехать и отдохнуть. В общем, все хорошее вам расскажем. Ребята, уже мы примерно 100 километров дороги проехали. Здесь вот начинается город. Раньше было Уратепа, сейчас Истаравшан. А дальше начинается горы, вот там природа красивая. Мы хотим доехать до 7 озер и Искандар-Коль называется, озеро Искандер. Вот туда хотим доехать. Все начинается там, в горах. Здесь плюс 40, а в горах, скорее всего, плюс 10 примерно, и еще снег лежит. Ребята, мы доехали в город Шахристон. Это такой жемчужина Таджикистана. Здесь вот воздух сама лечит. Вот сними вот травы, который. Здесь вот можно прийти без никаких лекарств, всякие астму, все это можно вылечить. Вот эту волка поставили, до сих пор не понял, для чего его поставили. Волчица кормит грудью двоих детей. Вот Шахристон, покажи, видишь? Там вот внутри горах есть зона отдыха. Можете с семьей приезжать, отдохнуть. Эту волчицу, не знаю, здесь какая-то легенда есть. Честно говоря, местных мы не встретили, чтобы спросить. Там внизу есть кто торгует, там местные с сушеным сыром и какими-то сладостями. Но они тоже не знают. Вот волчица кормит грудью двоих детей. Но это, говорит, из римской тоже легенды что-то есть. Смотрите, природа какая здесь красивая. Вокруг везде горы. И сама воздух такой привкусом трав. Передать его невозможно. Вот это привкус воздуха. Дышит и как будто стимер у вас во рту. Вот Бахтиярджон приехал. Мафия наша. Сакип Акману Ашуриш. Джурабек. В общем, приехали отдохнуть у себя в стране, где мы родились. Россияне, приезжайте. Вас Таджикистан встретит объятыми руками. Здесь вся условия для туристов. Вы если в интернете всякую ерунду читаете, не верьте. Здесь вас встретят, что мы для них туристы, что вы. Просто мы кожа чуть темнее. Мы здесь родились, но давным-давно уехали жить в Россию. Поэтому приезжайте. Здесь все вкусно, недорого и все полезно. Мы еще вам очень много красивых мест покажем. Следующая остановка у нас будет Чайхана Шахристан в горах. В тандыре готовят мясо. Вкус этой мяса вы нигде не встретите. Вот смотрите, там надпись, может через экран сложно будет читать. Значит, Солгой 2020 год 2012-2021 год. Это для развития туристов, условия для туристов. Приезжайте на свою машину. Вот с Москвы мы сюда за 3 сутки приехали. Примерно 20 тысяч потратили семьей. Семья сейчас в пансионате отдыхают, дети с женой. Мы с друзьями решили по горам. На машине приезжайте. Всего вам на 15 дней дадут временный ВОЗ. Стоит 1500 рублей. Все, вы едете по Таджикистану, как вам будет удобно, комфортно. В горах идет дождь, блин, холодно. Речка. Тут просто супер, здесь кафе. В тандуре мясо готовят.
Здесь все супер в общем. Здесь холодно, блин. Только что было плюс 40, а здесь дубак. Здесь все красиво. Да по дороге в горах чайхана такая, кормят очень вкусное мясо. Сейчас мясо принесут, расскажем вкус. В общем, вот такая тарелка мяса, не знаю, граммов 300 скорее всего. Готовят его под землей в тандыре. И очень долго его готовим, мягкий, вкусный. Салат, чай, лепешка вкусная. Ну сейчас еще принесут. На 5-6 человек всего рублей 500 вы потратите. Все очень дешево и вкусно. Все едят, им сейчас не до этого. Полчаса посидели, поели, все, дождя нету. Дождь куда-то ушел в ту сторону. Горы мешают облакам пролететь. И дождь где-то он льется, здесь уже все сухо. Здесь в общем супер. Это в привале Шахристон. Здесь очень круто. Ребята, обязательно с собой возьмите теплые вещи. Тут примерно плюс 10. Холодно, вообще ужасно. Там внизу получается плюс 40, жарко. Тут холодно. Здесь, конечно, природа супер просто. И воздух чистейший. Мы пока на привале едем. Ну, примерно 1000 километров от уровня моря тут высота. Здесь, в общем, ну опять дождь начинается. Холодно, ужасно холодно. Самое главное, запасайтесь теплой одеждой. Ахмадер, не иди так близко. Здесь, смотрите. Бездна, пропасть. Даже страшно идти близко. Горы. Здесь местные коммерсанты сушеный сыр продают. Это для пива супер. Это лучше желтого полосатика для пива. Сейчас купим и попробуем. Здесь вот вода идет из недр гор. Эта вода такая вещь, после мяса, баранины, стаканчик пьете и как будто ничего не ели, будто опять же таким же голодным. Для пищеварения супер. Но доктор вам не скажет, пейте эту воду, ему невыгодно вас бесплатно лечить. Дальше будет только интересно. Смотрите до конца. Приезжайте в солнечный Таджикистан. Встретили туристов. Машины на колесах. Эстонцы, скорее всего, или поляки. Эстония. Наш брат, местный коммерсант. Он на высоте... Чаметр? Сколько это высота здесь? 3500, говорит он. Ну я трудом верю, примерно 1000 должен быть. Здесь у него местная лавка. Торгует сушеными сырками. Это для пива хорошо. Чистейший мед. От этого меда только будете балдеть. Здесь только трав, который растет. Вкуснейший. Литр меда, килограмм меда стоит. Если на русские рубли перевести, это получается 400 рублей. Здесь орешки вкуснейшие. Приезжайте, покупайте. Этот машина советское производство, у него это его дом. Но ночью он здесь закрывается, днем торгует. Hello, my friend. Hello. Tajikistan good? Very good, beautiful, beautiful country. Tajikistan very good. Турист, приезжайте. Супер. Раша, знаете русский язык? Русский язык знаешь? Приезжайте. Вот даже англичанин говорит very good. Таджикистан все супер. То, что в интернете, что здесь могут вас обмануть, это все ерунда. Здесь доброжелательный народ живет. Он угостили человека бесплатно. Вот дедушка дал ему угоститься. Ему вообще не интересно, он будет покупать, не будет покупать, он угостил своим. Это курут, ну блин, даже не знаю как. По вкусу такой сушеный кефир или сыр. Вкусно. Хорошо здесь. Very good, Таджикистан. Таджикистан. Yes. Мы сейчас слегка спустились с горы. Здесь тоже везде чайхана. Везде кормят вкусно.
Чайхана Сино. Еда здесь дешевая, но вкусная. Здесь в основном из продуктов, которые выращивают в Таджикистане, все готовят. Вы можете не беспокоиться о пищеварении своей и можете есть все, что хотите. Здесь получается уже плюс. Там 30, вот, жарко, сейчас разделимся. То холодно, то жарко. Здесь все очень красиво. Мы встретились сейчас с туристом, который из Англии. Он говорит, поезжайте, 7 озер, но только который третье озеро, говорит, very good, супер, говорит, третье озеро. Поэтому мы попробуем и первый, второй, третий, мы все вам покажем. В общем. Чайхана. Здесь везде это все течет из гор, это пресная вода, можете пить его. Она вкуснее, как минерализованная. Тут все, в общем, очень красиво. Чайхана в горе. Ребята, сейчас мы доезжаем в город Панджикент. Это самый исторический, можно сказать, город Таджикистана. Ему более 3000 лет. Искандар, ну и озеро Македонского, если переводить. И 7 озер еще в пути у нас. Здесь вот находится вода, которая течет из гор. Она минерализованная. После как его попьете, в общем, проголодаетесь сразу. Это вот природная охладительная система. Из гор холодная вода идет, все это охлаждает. Вот так продают всякие минеральные воды холодные. Вот это растение на местном языке чукури называется. Вот его чистят и внутренность едят. От всего, от сахара, от давления, от всего помогает, в общем. Ну, местный коммерсант его дорого нам говорит, мы не стали покупать. В другом месте будем покупать. Пришли в Чайхану, в городе Панджикент. Плов заказали. Говорят, очень вкусный панджикентский плов, но чем-то он похож на самаркандский плов и бухарский. Сейчас попробуем, вкусно или нет. Ну, мы где-то 2 часа назад уже заказали этот плов и уехали в озеро купаться. Вот как выглядит плов по-панджикентски. Ну, вкус пока не знаем. Попробуем, вам скажем. Желтый здесь идет в этом плове. Да, рис. Он как называется рис? Дегзира, да. Ну-ка, попробуем, как он по вкусу. Стоит попробовать, на самом деле очень вкусный. Плов. В России сложно было вам такой плов найти по вкусу. Самый лучший транспорт в этом местности. Бензина не нужен, чтобы заправить. Да, ничего не нужно. Ребята, мы сейчас находимся в деревне Мугуйон, он называется. Вот по словам местного жителя, этому деревне начало 6000 лет. Вы себе представляете? 6000 лет начала этой деревни. Здесь 25 000 сейчас населения. Здесь есть, оказывается, и школа, и больница. Эта деревня находится 2080 метров от уровня моря. Воздух чистейший, рядом. Ну, здесь есть завод, где золото добывают. Это еще советское наследие остался. В этом деревне, если вы приедете, в любой дверь можете вечером постучиться, и они к себе пустят, вас накормят. И самый лучший свой, как вам сказать, здесь корпача, одеяло вот такие на нем лежат, подушки самые лучшие вам дадут. Нас в команде 7 человек. Мы вчера вечером не доехали до 7 озер. Уже дорогу плохо видно. Здесь серпантин такой опасный. Перевал. Постучались в дверь. Мужчина нам открыл. Он тут же нас разместил у себя. Еду. Накрыл все. Побежал там соседям куда-то. Такой стол накрыл для местного уровня.
Быстренько приготовили из баранины шурпа, местный суп. И за это денег не берет. Мы ему даем денег, он не берет, не хочет, он обижается. Вы что, говорит, это гость, говорит, дар Божий. Он на нас обижается. Это дома на горах расположены. У них участки небольшие, за что здесь ровной земли очень мало. Я вам еще внутри дома покажу, как живут. Ребята, этот деревня Мугьон находится по пути к Семи озер. Приезжайте, от доброты людей офигеете. Не поверьте, что на земле, оказывается, есть такие люди добрейшие. Это вот утро. Такой свежайший воздух, вообще офигеть. Дом местного жителя, вот небольшой огород, он здесь помидоры выращивает. Там вот огурцы у него растет. Это вот на маленьком в этом участке. У него как-то вот туда к забору. Более 100 килограмм, говорит, огурцы я буду собирать. Картошка. Земля плодородная. Здесь вот зелень. За счет того, что здесь очень мало земли, все в горах, друг на друге дома, получается, расположены. Здесь вот они как-то так приспосабливают, большие комнаты. Он размещен на втором этаже. Здесь, ну, в общем, вот так живут. Здесь все очень удобно. Вот вода идет самотеком из горы. Ну, она питьевая, оказывается, пресная. И он говорит, что и даже в советское время проверяли, и сейчас. Он самая чистейшая вода. Без никакого фильтра, то, что мы пользуемся в Москве. Можно его пить и не бояться за здоровье. Люди здесь долгожители. Примерно в среднем 80-90 лет. Но это не среднего, а минимум 80 лет. Я неправильно вам сказал. Это, вот, это получается сверху, как кладовая у них. Они компот, варенье, ну, где хранят свои продукты. А там тандыр, знаете, метод, лепешки готовят местные. Вот дома соседей, видите, заборы. У них участки, ну, примерно по 3 сотки. 3-4 сотки. Вот дома друг на друга и в гору идут. Не знаю, как здесь с селом. Вот люди живут уже тысячелетиями здесь. Это вот абрикос у них растет. Птичка такая местная, певчая. И дерутся они. Бои устраивают. Вот нам постел. Постелили. Это все натуральный хлопок. Внутри хлопком заправляют. Вот. Местные вот так спят на полу. Это, ну, в общем, здесь люди добрейшие. Вот сейчас нам завтрак приготовили. Ну, самое главное, когда мы им деньги предложили, ну, денег хотели отдать, потянули денег, они обиделись. Говорит, гость дар Божий. Вот катаемся на ишаке. Ему интересно ишак. Он лежит на первый раз. Ладно, давай, пока. Сам придешь обратно. Ребята, вот мы на мосту стоим. Там гора, ну не знаю, через экран как видно. Просто супер красивое место. Мы пока в деревне Мугьон. Вот сейчас барашку вот загрузили в машину. Будем барашку есть. Жалко, конечно, но что делать. То, что у нас в прилавках тоже лежит мясо, он тоже где-то его резали, скорее всего. Просто супер красивое место. Я родился в Таджикистане, но не знал, что есть такие красивые места у нас. Я в городе родился. Я не знал, что у нас в Таджикистане есть такие вот красивые места, которые неповторимые просто. Транспорт местных жителей самый удобный на этой местности. Здесь одежда вот местных девушек вот так одеваются. Они скромные. Женщины вот так одеваются. Просто здесь не очень принято, оказывается,
видеосъемку вести девушек местных, ну местных женщин. Говорят, камнем могут тебе по голове дать. Поэтому я не стал. Это дорога в 7 озер. Ну, километров... Чан километр дигармон? 40 километров до 7 озер. Вот по горной местности будем ездить. Ребята, не обязательно на джипах приезжать. Ларгус. Маден Раша. Спокойно доехал. Супер просто. Не обязательно большой джип. Ну, на джипах, конечно, намного удобнее будет. Расход топлива будет в 2 раза больше. Так, спокойно едет. Проблем пока не было. Блин, горы какие красивые. Здесь природа красивая. И воздух самое главное. Полной грудью подышать тут. Такой воздух, привкус, запах такой. Мята какой-то. Ну, здесь машин много, конечно, у людей. Паркетников много, кроссоверов, джипов много. Но самое лучшее все-таки, оказывается, на осле здесь ездят, на осликах. Местный народ в этом деревне, Могрион, очень гостеприимный. Как видят, что не местные люди, хотя мы тоже сами таджики, но с города давно уехали жить в Россию, мы для них гости. Они стараются чем-то нам помочь, подсказать. И тут же приглашают все, чтобы мы зашли к ним в гости. Идем дальше. Блин, от этой красоты природы глаз трудно оторвать. До 7 озер остался минут 20. Ребята, вот эта вода течет из горы. Холодная, вкусная, пресная вода. Оказывается, в этой реке еще рыба водится. Он против движения, он вверх идет. Снизу вверх. Ну, в местном языке молочная рыба называется. Ширмоги. Молочная рыба. Его жарят с мукой. И едят его с костью. Ну, очень вкусная. Рыба вкусная. Мы его пробовали. Если будет возможность, еще раз мы купим его, я вам покажу. Очень вкусная рыба водится в этой воде, в пресной воде. Вау. Реально вкусная вода. Боржомы. Вот она красота. Вау! Облака! Облака! Ни хрена себе, какая гора красивая. Каменная гора. Давай. Сорвали зеленый абрикос. Такой он кисленький, вкусный. В городе уже они все спелые, уже почти их нету. Все, урожай закончился. Здесь погода более холодная, низкая. И за счет этого вот только-только они созревают. Разница 1 месяц идет. Дорога здесь, конечно, вообще, сказать, экстрим. Чистейшая, вода красивая. Вот недалеко от 7 озер, здесь деревня, а как называется деревня? Шинк? Деревня Шинк. Вот здесь люди живут. Здесь электричеством и пресной воды проблем нет у людей. Ну вот с медициной, скорее всего, да. Ребята, мы до первой озера доехали. Но он самый, скорее всего, по размеру мелкий, да? Ага, махурдаш, а? Самый мелкий по размеру, первое озеро. Это пресная вода. На местном языке Мижгон называется. Я даже не знаю, как его перевести на русский язык. Мижгон он называется. Вот 7 озер. Первое озеро.